Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о столкновении двух грузовиков на трассе М7 в день памяти жертв ДТП. Там нет тормозного пути вообще никакого. Водитель одного из автомобилей скончался на месте. Покажем, как нижнекамский пьяный водитель сбил двух пешеходов и молодых людей, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров. Мы забирали деньги у людей и закидывали их в него. А также кровавая разборка у дома на улице 33-й военный городок. В беседе написали, что ножевые ранения. Пострадавшего мужчину с несколькими ножевыми ранениями госпитализировали в реанимацию. Подозреваемый задержан. Это и не только. Прямо сейчас. 53-летний водитель грузового автомобиля ФАВ погиб, врезавшись сзади в остановившуюся на светофоре фуру. Трагедия произошла на трассе М7 на повороте в поселок Новониколаевка. Здесь находится единственный на десятки километров светофор, и скорость движения ограничена 50 километрами в час. Как рассказал водитель Эвека, в который врезался мужчина, он даже не пытался тормозить. Я стоял уже минут секунд 15-20, сколько он говорил. Вот зеленый должен был загореться, и вот он приехал. Мужчина рассказывает, едет из Новосибирска в Москву. Фура загружена полностью, километра за полтора до светофора. Обратил внимание на тот грузовик. Было уже темно, но фонари у него не светились. Еще у него там сзади не горел. Он ехал, он по левой полосе ехал. Потом он перестроился на это. Грузовик на всякий случай обогнал. Мало ли что. Через несколько минут он врезался в его фуру сзади. Удар был очень сильный. 20 ноября 2022 года, примерно 16 часов 50 минут по 796 километру автодороги Москва-Уфа, трасса М7 «Волга», 53-летний водитель грузового автомобиля ФАВ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ивека» под управлением 46-летнего водителя, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель Века говорит, вышел сразу после удара, подошел к врезавшемуся в него грузовику, но помочь водителю было уже нельзя. Он жив еще был или сразу? Нет, сразу. Заснул, я не знаю, может, плохо стало, кто знает. Предположительно, погибший мужчина родом из Оренбургской области. Вез товары на склад одного из интернет-магазинов. Водитель Века рассказывает, вероятно, автомобиль в момент удара был уже неуправляем. Мужчина даже не пытался тормозить, при том, что состояние дорожного полотна близко к идеальному. Чисто, что тут? Сухо. Но там нет тормозного пути вообще никакого. Говорит, за годы работы насмотрелся всякого. И лучше потратить время на отдых, чем случится непоправимое. Поэтому сам сейчас уже никуда не торопится и аварии из графика не выбила. Все по норме, я никуда не тороплюсь. Жить тем более я не тороплюсь. По факту случившегося, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. И теперь задача следователей выяснить, что же стало причиной трагедии. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». На 329-м километре трассы Казань-Оренбург водитель грузовика ДАФ не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель грузовика скончался на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В Нижнекамске водитель Нивы сбил двух человек, переходивших дорогу на проспекте Химиков по пешеходному переходу. Женщина не пострадала, а 36-летнего мужчину госпитализировали с переломом бедра. Сам водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали, он был нетрезв. Теперь 50-летнему мужчине предстоит ответить за вождение в пьяном виде. Это лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Также он будет наказан и за наезд на человека и оставление места ДТП. Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту аварии в Вознакаевском районе, в которой пострадали 3 человека. 1 взрослый и 2 детей, 13-летний подросток и годовалая девочка. Там столкнулись 3 автомобиля Lexus, Toyota и Lada Granta. По предварительной версии, у села Сапеево водитель Lexus не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с Toyota, которая в результате выехала на встречную полосу, где столкнулся с Ладой Гранта. Все 3 человека, находившиеся в Ладе, были госпитализированы. Здоровью самого младшего пассажира причинен тяжкий вред. Сейчас следователи устанавливают все детали ДТП. Предположительно, 5 ножевых ранений по всему телу нанес 53-летний мужчина своему знакомому прямо во дворе своего дома. И нападавший, и пострадавший были знакомы. По предварительным данным, живут в одном подъезде. Оба этим вечером находились в нетрезвом состоянии. Подозреваемого задержали. После того, как нанес человеку ножевые ранения, он выкинул нож и пошел к себе домой.
Подскажете, за что задержали вас? Нет, не задержали. Не задерживали? Нет. Он отрицал очевидные вещи и ни слова не сказал о причинах конфликта. Предположительно, этот мужчина нанес 5 ножевых ранений своему знакомому. Вспыхнувший между ними конфликт достиг своего апогея прямо на улице, у первого подъезда дома номер 33 военного городка. Оба в этот момент были пьяны. Раненый смог дойти до лавочки. Здесь его и застали врачи скорой помощи. Его госпитализировали в реанимацию. Нападавший убежал, но недалеко. Нож, предположительное орудие преступления, выкинул у соседнего подъезда. Сам пошел домой, где его и застали стражи порядка. Установлено, что между двумя мужчинами в состоянии опьянения возник конфликт, в результате которого один из них нанес ножом ранение другому. 53-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Жители дома от произошедшего были в шоке. Новость быстро разлетелась среди всех соседей. В беседе написали, что ножевое ранение. Репортер еще приехал, добрый вечер, да, увезли ножевое ранение. Жильцы дома говорят, такое здесь впервые. Раньше, если и были конфликты, то быстро заканчивались, и до кровопролития никогда не доходило. Тут городок-то спокойный, сам по себе, мы всегда на отшибе как-то. Ну, сейчас уже меньше, конечно, а раньше так все друг друга более-менее знали. А сейчас много новых жильцов. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение и, вероятно, возбуждено уголовное дело. Статья будет зависеть в том числе и от тяжести ранений, полученных пострадавшим. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Отдел полиции стал конечной остановкой для 2 нетрезвых пассажиров автобуса 31-го маршрута, затеявших спор, а потом и учинив потасовку с кондуктором автобуса ранним воскресным утром. Момент задержания буйных мужчин очевидцы сняли на телефоны, и видео появилось в социальных сетях. Установлено, что между кондуктором и 2 пассажирами в состоянии опьянения возник конфликт. 50-летнего и 32-летнего мужчин доставили в отдел полиции. В отношении обоих были составлены административные материалы по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». В Зеленодольске задержали молодого человека, который сознался в мошенничестве в отношении пожилых людей. Он искал работу, и знакомый предложил ему хорошие деньги за непыльный труд. Приезжать к пожилым людям, забирать деньги и класть их на определенные счета, оставляя себе 10%. За день студенты зарабатывали, если так можно сказать, по 40 тысяч рублей. Мы забирали деньги у людей и закидывали их на карты, которые нам скидывали эти люди. Он искал работу, когда одногруппник предложил ему непыльный труд – забирать у пенсионеров крупные суммы наличных денег и класть их на банковские счета. Себе их работодатели разрешили оставлять 10% от суммы, забранной у обманутых людей. Понимали ли вы, что вы совершаете преступление? Изначально был замысел об этом, но не настолько сильно подозревал, а потом уже понял. После этого нас задержали. Работали молодые люди вдвоем, так считали безопаснее. Один забирал деньги, второй клал их на указанные карты. Ходили в темной одежде, не привлекающей внимания. Лиц старались не светить, закрывались капюшонами, бейсболками и медицинскими масками. Трудовую деятельность начали в Зеленодольске, 4 адреса. Откуда забирать наличность, им присылали работодатели в мессенджере. В результате потерпевшие передали в общей сложности аферистам 620 тысяч рублей. Схема обмана проста. Пенсионерам звонил неизвестный мужчина, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их родственник стал виновником ДТП, и для помощи пострадавшим и решения вопроса с отказом в возбуждении уголовного дела необходимы деньги. Пенсионеры отдавали все, что было, и только потом, позвонив якобы попавшим в беду родственникам, понимали, что их обманули, и обратились в полицию. Через несколько дней подобные заявления стали поступать и в отделы полиции города Казани, где злоумышленники получили от 4 пенсионеров 875 тысяч рублей. Среди пострадавших была и 98-летняя женщина. Она якобы за спасение дочери отдала все, что накопила за жизнь – 175 тысяч рублей. Признаете ли вы свою вину? Признаю. Молодого человека, который непосредственно забирал у пожилых людей деньги, задержали в Зеленодольске. Вскоре задержали и его подельника. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит реальное лишение свободы. Суда они будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Рамиль Галиуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.